Свадьба – это особенное событие в жизни каждой пары. Этот день наполнен радостью и яркими эмоциями, которые новобрачные хотят запечатлеть на всю жизнь. В Абхазии немало новобрачных в составе свадебных кортежей посещают Новоафонский монастырь для фотосессий и видеосъемок. К сожалению, в последние годы все чаще наблюдается неподобающее поведение участников торжества на территории обители. Вот последние 5-6 лет мы наблюдаем ту картину, которая хорошо известна всем жителям Абхазии. Свадебный период, сезон свадеб в Абхазии, в субботу и воскресенье огромное количество автомобилей, кортежей и так далее заезжают в Новый Афон. И прямо с заезда в Новый Афон, издавая сигналы, включая громкую музыку и так далее, поднимаются в Новоафонский монастырь. Потом мы наблюдаем следующую картину. Выходят молодые люди, особенно абхазские девушки, невестка, в совершенно неподобающем одеянии. Потом там начинается импровизированный фуршет на капотах автомобилей. Есть и такие, я бы сказал, вопиющие случаи, когда, например, вы знаете, что на территории Новоафонского монастыря находится мемориальное кладбище, где похоронены, это не просто памятник, где похоронены афонские ребята, которые погибли во время мартовского наступления Отечественной войны народа Абхазии. И вот там, они на этой поляне делают импровизированную сцену и так далее для заключения брака. Я думаю, что такая же картина, она наблюдается во всей Абхазии. Но единственное, что здесь я бы выделил, все-таки, наверное, при посещении храмов и монастырей, такие вещи недопустимы. Новобрачные посещают центральный собор храма Святого Пантелеймона и используют церковь как декорацию и съемочную площадку для свадебных фото и видео. При этом сопровождающие их лица создают шум, игнорируя установленные правила поведения в святой обители. Новоафонский монастырь является действующим мужским общежительным монастырем. Братья любого монастыря состоит из людей, не вступивших в брак в связи с принятием на себя обета безбрачия. Поэтому практика посещения монастырей свадебными процессиями недопустима, говорит архимандрит Дорофеет Бар. Можно приходить в приходские храмы, в том числе в Новом Афоне, например, храм апостола Симона Канонита. Тем более он очень символичен, поскольку мы из Священного Писания знаем, что на свадьбе апостола Симона Канонита присутствовал Спаситель и Пресвятая Дева Мария. Поэтому там тем более облагороженная территория, очень красивое место, водопады и так далее. Ведь там же можно все это провести. Все-таки молодые люди должны понимать, что они приходят, включая в день свадьбы, в храм для того, чтобы и спросить у Господа, получить благословение на очень ответственную супружескую жизнь и создание семьи. И чтобы молодые люди не просто запечатлеть на фото-видеоматериале и потом выкладывать в соцсетях, в Инстаграме, всем показывать, как все были красиво одеты, как все торжественно разъезжали, как все на каких богатых машинах приехали и так далее, а все-таки ответственно к этому надо относиться. Неподобающее поведение свадебных процессий наблюдается не только на территории Новоафонского монастыря, но и за ее пределами. Подобные события, по мнению отца Дорофея, происходят из-за потери ключевых моментов абсора. Голос мужчины в абхазской семье, он стал очень слабый и совершенно безвольный. И поэтому молодежь и так далее делают, как они считают нужными, как они хотят. Так нельзя. И вот в таких случаях, как мне думается, если даже следовать логике абхазства, то хозяин, который играет свадьбу, отправляя своих детей, вступивших в брак вместе с молодыми их друзьями и так далее, вместе с кортежем, он должен вместе с ними отправить одного взрослого человека. Этот человек должен контролировать все, поездку на автотрассе, чтобы не закончилось это трагически, чтобы не было скорости, во время посещения тех или иных мест придержать, удержать, молодых людей и сказать им, что так себя здесь вести нельзя. Рычагом воздействия на все происходящие процессы должен быть закон, принятый на государственном уровне, считает Дорофеет Бар. Исправить это невозможно будет, если не будет государство регулировать проведение всех наших
процессов, как свадебных, так и иных, которые являются ключевым моментом в нашей общественной абхазской жизни. Вот молодые люди не понимают одной вещи. Когда ты себя ведешь развязанно, когда ты там держишь скорость, сигналишь, включаешь громкую музыку и так далее, им кажется, что это какое-то геройство. Это не геройство. Пусть не обижаются, но это просто отсутствие элементарного воспитания. И второе, самое главное, неумение жить в обществе. Потому что, когда ты въезжаешь в город, там живут люди, там дети, там пожилые люди. Если говорить о Новом Афоне, там огромное количество гостей, там огромное количество паломников, которые приезжают для того, чтобы поклониться нашим святыням. Значит, ты должен понимать, что ты должен уважать это общество, в котором ты живешь. И вот эти нормы, если мы их в форме закона, регулирования, как это мы делаем в отношении туристов, не сделаем в отношении себя, самих себя, наши результаты будут очень плачевны, чем дальше, тем будет хуже. После опубликования информации для обращающихся посетителей Новоафонского монастыря на личной странице в Facebook отца Дорофея очень многие люди поддержали его в комментариях. Теоретически у людей есть понимание, каким должно быть поведение в святых местах. Остается надеяться, что оно будет иметь применение и на деле. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.